Добрый вечер, здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Верховный суд отказал Алексею Юрченко в условно-досрочном освобождении. ДТП произошло в августе 2016 года. Мерседес Юрченко на большой скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota Чайзер. В результате аварии водитель и пассажирка Тойоты получили смертельные травмы. Виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Мы расскажем, как развивалось дело. В декабре 2016 года Якутский горсуд приговорил Юрченко к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. В январе защита Юрченко обжаловала приговор в Верховном суде Якутии. Суд апелляционной инстанции изменил его и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года 11 месяцев в колонии поселения. В марте уже этого года Якутский горсуд рассмотрел ходатайство Юрченко об условно-досрочном освобождении и постановил освободить его. В июне Верховный суд Якутии отменил постановление суда первой инстанции. Тогда осужденный подал кассационную жалобу на апелляционное определение. Президиум Верховного суда республики отменил апелляционное постановление и направил жалобу на новое рассмотрение, которое и состоялось сегодня. Прокуратура проверит аварийное отключение электроэнергии в Мирнинском и Сунтарском районах. Проверки коснутся отключения на Светлинской районной ГЭС, в результате которого под ограничение попали часть потребителей Мирнинского и Сунтарского районов. Как отметили в прокуратуре, она будет привлечена с привлечением специалистов. Будет дана оценка причин и условий, при которой возникла ситуация. По результатам будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер реагирования. Отметим, что согласно информации оперативных служб ПАО «Якутскэнерго», электроснабжение было полностью восстановлено. В Жиганском районе возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Ранее мы сообщали, что сотрудники прокуратуры и Ростехнадзора установили ряд нарушений в Жиганском многопрофильном лицее, где 20 октября загорелась котельная. Установлено, что котельная эксплуатировалась с нарушениями правил технической эксплуатации тепловых установок. В частности, выявлены факты отсутствия инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностных инструкций по каждому рабочему месту и охране труда. Не проведены мероприятия по периодическому осмотру тепловых сетей, контрольно-измерительных приборов и автоматики для выявления неполадок и дефектов в работе оборудования и так далее, отмечают в прокуратуре региона. По результатам процессуальной проверки Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Якутии возбуждено уголовное дело. В Якутске возбуждено дело о крупном мошенничестве. У женщины выманили более 750 тысяч рублей. Установлено, что в июле 2018 года 45-летней женщине поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником брокерской компании и предложил ей сотрудничество и заработок, для чего нужно было вложить $200 США. После отказа женщины от сотрудничества звонки с предложениями от имени работников этой компании поступали еще в течение 2 недель, пока согласие женщины не было получено. После чего действия под уговорами неустановленных лиц, будучи введенной в заблуждение, женщина перечислила им денежные средства в сумме 750 тысяч рублей. По уголовному делу в настоящее время проводится предварительное следствие. Прокуратура города Якутска, Республики Саха-Якутия напоминает, что практически каждый день возникают новые виды дистанционного мошенничества, поэтому гражданам следует быть бдительными и не поддаваться на уговоры мошенников. И еще один случай мошенничества, на этот раз в Ленском районе. На удочку попался 33-летний мужчина. Он пояснил, что накануне в социальной сети получил сообщение от друга с просьбой одолжить 8 тысяч рублей. Мужчина вспомнил, что у его приятеля завтра день рождения, поэтому сразу же согласился помочь. Ему прислали фотографию карты с реквизитами, и он перевел деньги. Утром ему позвонил друг и сообщил, что его страницу взломали. Тогда потерпевший понял, что стал очередной жертвой аферистов. По факту проводится проверка. Уважаемые жители республики, не поддавайтесь на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо, написавшее сообщение или позвонившее по телефону. Не спешите перечислять денежные средства на называемые вам счета. Попытайтесь связаться по телефону и уточнить лично, кто вам пишет.
В Нюрбинском районе 42-летний мужчина подозревается в краже телефона. Он пришел в больницу на медосмотр. На скамье у кабинета профосмотра рядом с ним сидела потерпевшая, которая вскоре ушла, забыв свой сотовый телефон. Подозреваемый заметил это и вместо того, чтобы вернуть оставленную вещь, решил ее похитить. Он спрятал телефон в куртку и покинул медицинское учреждение. По словам подозреваемого, он хотел оставить похищенное себе для личного пользования. Однако разблокировать гаджет так и не смог. Похищенное изъято и возвращено законной владелице. Стоимость телефона составила 20 тысяч рублей. В Якутске у постояльца одного из гостиничных комплексов были похищены деньги. Вором оказался сосед потерпевшего. Отель находится под охраной Росгвардии и по сигналу тревога был направлен наряд группы задержания. 54-летний гражданин сообщил росгвардейцам о хищении 30 тысяч рублей. На камерах видеонаблюдения был замечен подозреваемый. Через некоторое время он был задержан в одном из номеров и опознан потерпевшим. Как оказалось, во время распития алкогольных напитков он заметил, как новый знакомый положил крупную сумму денег в карман. Ночью злоумышленник проник в комнату, похитил деньги и скрылся. 28-летний ранее судимый мужчина теперь стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Часть похищенных средств возвращена, часть он успел потратить. И к международной повестке 3 судна украинских ВМС, задержанные российскими пограничниками, доставлены в порт Керчи. Рассказывает Татьяна Громова. Буксир Яни-Капу, бронекатера «Бердянск» и «Никополь» украинских ВМС доставлены в порт Керчи. Накануне они были задержаны российскими пограничниками. По версии ФСБ, корабли пытались незаконно пройти через территориальные воды России и не отвечали на требования о немедленной остановке, в связи с чем по ним был открыт огонь. По версии Украины, они шли из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив, заранее предупредив об этом российскую сторону, но не получив ответа. В результате обстрела несколько человек были ранены. Киев назвал действия России актом агрессии. Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду ввести на Украине военное положение сроком на 2 месяца. Страна привела вооруженные силы в полную боевую готовность, и СБУ заявила об усилении контрразведывательных мер. Россия назвала действия Украины провокацией и пообещала предоставить неопровержимые доказательства. Москва потребовала провести в понедельник экстренное заседание Совета безопасности ООН. На этом пока все. Берегите себя.